أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hürmetli aziz лезгистрияр вахар. Уважаемые братья и сестры, да благословит нас Аллах, все знающий, все могущий. Аллахумма амин. Братья мои, что я хочу сегодня вам рассказать почти факты. Многие братья-мусульмане говорят, это месяц Рамадан, в этом месяце нельзя говорить что-то. Почему нельзя говорить что-то? Нам же Аллах и посланник его, алейхиссалам, разрешил нам защищаться даже в месяц Рамадан от врагов наших. Кто ущемляет права целого народа, кто несет угрозу исчезновения нашего народа. Почти это все мы обязаны. Даже хоть месяц Рамадана нам не сказано, отходите от других дел. Понимаешь? Поэтому мы должны сплоченность своего народа, сплоченность всех лезгинских народов, всех народов Кавказа. Мы обязаны хоть любой месяц, во всех даже священных месяцах мы это обязаны защищать. Потому что есть аяты, есть хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы должны понимать религию Аллаха так, как она создана для нас. Аллах говорит нам, что у вас есть постоянный враг. Но мы сегодняшний день знаем, что у нас враг есть шайтан. Шайтан до судного дня будет уничтожить, наказывать детей Адама и подчинить их, И шайтан говорит Аллаху, дай мне отсрочку до судного дня, и я нападу на них со всех сторон. И он же нападает со всех сторон. Даже через власть Азербайджанской республики тоже нападает на нас. Но сегодня 105 лет агрессивную войну ведут против нашего народа. Уничтожение нашей нации. И с другой стороны нас показывает малочисленный народ, мы на земле. Везде, когда растет вся народности, выше становится рождаемость, а у нас всегда ниже бывает. Но если мы ниже, зачем наша молодежь как торпеду используют в военных действиях в Азербайджане против армян? Это не наша война это. Нас, наоборот, надо в Красную книгу занести. Беречь нас, малочисленный народ. Но Азербайджан же этого не видит. Азербайджан же использует, против Ирана хочет использовать, против Армении хочет использовать, против самих лезгин хочет использовать лезгин. Но мы же малочисленный народ, я требую, чтобы нас оставили в покое. Азербайджан по закону, ООНовских законов, не имеет права даже призывать наш народ, потому что мы малочисленный народ. Они хотят нас уничтожить. Нашу нацию, 6 тысяч трупов подарили лезгинам. Это, которые мы знаем. И сколько до этого они подарили. У нас же исчезновение идет, наш народ. Наши женщины не могут выйти замуж. Потому что все парни умирают. Семьи не можем размножаться. Все молодежь умирает в войне. А их насильно облавы делают, ловят, сажают, уничтожают любыми путями, чтобы ассимиляция народа пошел. Почему нам нельзя в священном месяце защищать честь, совесть своего народа, когда совесть вершина Родине? Родина, хоть Лезгистан, но вершина этого Родины, это есть совесть. Мы защищаем, даже и в священном месяце мы имеем право защищать. Здесь харам нету. Много слабо верующих мусульмане говорят, в священном месяце священный, как будто священный месяц выше человека.
Священный месяц не могут быть выше человека, потому что человек – это высшее творение от Аллаха. Все, что человеку дано, это от Аллаха, чтобы человек соблюдали свою завет, что Аллах дал ему в этой жизни. Но сегодняшний день глупые мусульмане из месяца делают идол, чтобы мы месяцу поклонялись больше, но не защищали свои потомства, не защищали свою честь, совесть. Но также религия не создана. Религия, да, священный месяц многих джинов, шайтанов закрывает в аду. Но поэтому правительство Азербайджана в этом священном месяце ведут свою борьбу против Ирана, против Армении, бои ведут. Кто дал прав им, если священный месяц? Вы мне говорите, хотя бы священный месяц молчите. Но ведут сейчас, недавно убивает, стреляет. Вот это Азербайджан, почему эти провокаторы делают вот это движение? Я политик. Я политик с 90-х годов. Я веду политические борьбу против них. Потому что это не сегодня, не вчера началось. Это 105 лет назад, когда нас разделили, день разделения Лезгинстана, лезгинского народа. Это ведут, это борьба. Но считаю, что 105 лет они сколько их народ наш уничтожили. Из-за этой республики, гнилой республики, которая и сколько наш народ были убиты в тайге, в Казахстане, Киргизстане, деревня, наш народ почти исчезает полностью. А вы говорите, в этом месяце надо молчать. Ну молчите вы. Молчите, я отвечу перед Аллахом, потому что моя цель – это цель моего Аллаха. Поэтому я вас призываю, да, пост обязательный, намаз обязательный, вера в Аллах тоже обязательный, все, единобожие. Хадж тоже обязательный, закат тоже обязательный. Ну тогда соблюдайте все. И закат тоже соблюдает. Почему? Где ваши закаты? Где ваш общий закат? Куда вы платите? Кому вы платите? Куда это уйдет учеты? Кто ведут это учеты? Что вы платите закат за свои земли, за свое богатство, которое никто не ведет. Все это уходит в духовное управление Дагестана. И они отчитываются перед Азербайджаном. Ну и что? Формы все российские в Дагестане, а внутри агенты все азербайджанские. Они же ведут всю политику в Южном Дагестане. И мне запрещают вести свои речи. Я же политик. Я веду это все, чтобы вы знали правду от моего Аллаха. Зачем народ должен у нас слепым быть, когда это все можно видеть сами, что происходит. И военным путем нас уничтожает, и мирным путем нас уничтожает. И даже нету ни радио, ни телевидения, ни все. И еще угрожает, и мне тоже. Я же не говорю это от себя, угрожает. Есть люди, которые разбираются сейчас это все. Азербайджанский правительство не знает, как меня отомстить, короче. Ты уже нам надоел говорить. Начинает мою покойную мать ругать. Отправляет мне фотографии Шарлара там, всех, Каимов, Азера там, многих ребят отправляет в Лезгиню, кто там против них говорит правда. Мы вас всех скоро будем уничтожать, короче. На что они уверены? Открыто говорит так. Я что, должен глотать их угрозы? А лезгины, говорят, не готовы там, говорят, лезгины. Раньше наши предки готовились куда-то. Что там готовиться? Взял оружие, вышел, вернулся домой. Не вернулся, шахидом стал. Вот так жили, да, если войны Аллаха. Чего вы боитесь? Они же каждый день угрожают. А вы что, хотите спокойно спать, что ли?
Если вы будете спокойно спать, ну, отдать тогда жены, дочерей, все отдайте им. Пусть будет под их ногами. Пусть топтает честь вашей. Но рано-поздно к этому вы приходите. Вы сегодня это не чувствуете, а я это все чувствую, говорю вам. Вы не можете защищать свои семьи. Лучше ваши женщины, чем многие мужчины, которые так называемые. Потому что лезгинские женщины намного дерзкие, они и воевали веками, поддерживали своих братьев, сестры. Никто живым не выходил из окружения, из всех положений. До смерти они воевали с врагами. Вот достойные сестры были у нас. А сегодня вы просто все лаете, как попало. Мы не готовы, мы боимся. Нам надо это, нам надо то. Он ничего не решает. Что нужен вам? Что вы не хватает вам? Он, организация, знает, что Объединенные Нации, он ничего не решает сегодняшний день, ноль. Наш вопрос, где вы хотите решать, когда никто никому не слушается? Нас за нацией не считается. Вот миллионы Азербайджане поднимаются перед Совет европейских странах, поднимают флаги, требуют Иран отдай нам. Это все азербайджанцы хотят объединить. Это вопрос, я еще участвовал в 90-е годы, когда Гайдар Алиев создавал Азербайджанларын Дунья съезде, конференции. На этой конференции съезде собирали иранских азербайджанцев и кавказских всех. Саид Джамалович, сыновья там участвовал, Курбан Курбанов, Саид Джамалович участвовал. Его все азербайджанцы Дагестана, Астрахана, России, все участвовали на этих съездах. У всех был цель объединить Азербайджан, Ирана, Азербайджан, Кавказа и забрать Кавказ полностью под себя. Вот ведут они свою политику. А почему нам нельзя вести свою политику? Мы что, не народ, что ли? Они хотят свой Азербайджанларын берлик дунья, а мы что, не хотим лезгинский мир? Мы тоже хотим лезгинский мир. Мы тоже народ. А вы говорите, молчите. О чем нам молчать? 105 лет двигается издевательство над нашей нацией со стороны Азербайджана. Исчезновение нашей нации идет. И в школах уничтожает нашу молодежь, детей, запрещая нам наш родной язык, культуру нашу, историю нашу. А также и военным путем уничтожает наш народ. И что, кому? Исчезновение нации у нас получается, да. И если мы, малый народ, который не будем спасти свою нацию, и что нас ожидает в будущем? И вы говорите, молчите, хоть в священном месте. И Азербайджан хочет, чтобы я молчал. Тогда я что, я должен подчиняться, падать на колени перед Азербайджаном, что ли? И покорным рабом ихних, что ли? Ну зачем вы тогда меня избрали в 93-м году? Поэтому я вижу ваш разум, язык не понимает, язык не понимает ваш разум, и разум ваш не подчиняется вашему деяниям. Вы просто, многие лезгины сегодня продались. И как вас можно считать нацией? Я буду молчать. Если я буду молчать, а дальше что можно говорить? Вы сами себя отдаете врагам, проклятым врагам, которые издевались над нашими предками, начиная от бакинских комиссаров, на штыках, которые одевали наши женщины, старики, старухи, детей. Бывали такие деревня, которые ни одна женщина живым не вышла из этой деревни. Окружение до последнего бились они против Советского Союза. И многие говорят, Советский Союз – это русские. Причем здесь русские? Сталин что, русские был, что ли? И окружение Сталина, что это русские были, что ли? Ленин, что это русские были, что ли?
Все вы хотите сваливать на русских, потому что азербайджанцам такой политику устраивать, чтобы вы ненавидели русские. Русские у себя на земле даже не были властны над своей Россией. Они тоже, их тоже угробили, отправляли искусственное море делать в Казахстан. Все христиане прятались в тайге, в Сибири, бежали, короче, их уничтожали, этих белогвардейцев, всех их подряд. Причем здесь русские? Разговор не русских идет, разговор не о каком-то народе идет, разговор идет исчезновение нашего народа, нашей нации. 6 тысяч трупов подарил. Вот сейчас в иранской войне сколько тысяч лезгинов должен трупы подарить матерям? И сколько женщин у нас остается, которые не выходили замуж, которые не можем мы потомство получить свое. И что дальше? Все женщины останутся, они выйдут за других замужем. И будет все, перейдет всю территорию нашей под Азербайджан. И что дальше? Весь Лезгистан будет, Ахтынский район, Урах, все это будет азербайджанские территории, и все. Раз они говорят, Дербент это наши, и все районы, и все горские территории автоматически переходят под им. Но вы согласны? Все, руку поднять, падать на колено, отдать это все. Вы же к этому меня тоже призываешь. А кто тогда будет защищать честь, совесть Лезгистана, лезгинского народа? Мы же Кавказская Албания, веками, которые до нашей эры у нас свое было все. А сегодня мы подлежим полностью под исчезновение, короче. Везде, где народы растут, а у нас меньше становится. И военным путем, и таким путем. Не надо вам быть глупыми. Я обязан выступать. Многие говорят, не понимающие лезгины говорят, не понимающие люди говорят, он выходит в эфир, разговаривает часами. Я разговариваю, чтобы вы поняли для себя, чтобы вы сами себя осознали сегодня. Я не для того, чтобы разговаривать, чтобы кайфовать отсюда, удовольствие получать. Поэтому я защищаю вашу честь, ваши семьи, ваши отцы, старики, старухи. Весь народ я защищаю. И за это я выступаю. А вы хоть этого не понимаете. Не надо быть на стороне как бессовестные. А совесть – это ваша семья, мать, отец, дед, старики, старухи, селение, народ, ватан. Все это совесть вашей. Как бессовестные на стороне стоят те люди, которые не понимают себя, которые безразличны родственные связи своего народа. И кто мне запретил? Есть у вас такой хадис или там что-то месяц Рамадан, чтобы я должен был молчать? Мне сказано, да, войну не делай, там другие военные положения не делай, войну не... В это время защищать разрешено. Мы же 105 лет защищаем, терпением сидим, и каждый раз у нас по башке даете, бьете, короче, сажаете. Наших лезгинов с лица Российской Федерации воруют в фурах, возят обратно в Азербайджан, там издевается. А кто не пошел на войну против армян, воевать, они изменники Родине. Они все сидят под издевательством азербайджанских спецслужб. В камерных режимах бьют, издевают, унижают их, короче. За то, что на войну не пошел. Это что за безобразие? Разве наша молодежь заслуживает этого, чтобы они издевались над нами? На разные их матеря для этого родила этих детей, чтобы Азербайджан защищали. Они лезгины, они наши братья. Они созданы для того, чтобы они в своем сплоченности, в своем народе жили, помогали своим отцам, родителям, родным, близким, народу, ватану. Для этого они должны. Не для того, чтобы взять их как половую тряпку, закрывать в тюрьме, издеваться, бить их над ними, издеваться в тюрьмах. Еще
Нас называют лезгиляр, уграшлар. Все армянские эти, короче. Что, мы должны азербайджанским уграшем быть, что ли? Которые пришли, у нас явно запрещают нам наш родной язык, школа, телевидение, радио, все. Ну ладно, мы сейчас будем запрещать азербайджанцам, которые в Дербенте живет. Это все. И что дальше? Раз они так поступают с нами, раз они так поступают, мы тоже должны запрет поставить им все на нашей земле. Понимаешь? Вот это все политический, этот я веду, чтобы вы осознали себя, понимали изнутри. Мою покойную матерь ругает. Ну зачем мою матерь ругать? Ругай меня сколько хочешь. Зачем вы мою матерью, мою родственникам ругаете, твари? Поэтому я защищаю не то, что удары получаю я, а есть некоторые люди, это все, типа я провокатор, короче. В чем я провокатор? За то, что защищаю наших молодежь, которые сидят в тюрьмах, издеваются, бьют в Азербайджане. Или провокатор я 5, сколько, 6 тысяч трупов подарили. Я же провокатор. Ладно, они если хоть умер бы за слово Аллаха, это другое дело, я же рад был бы. Но они же за слово Аллах не умерли. Они умерли за Азербайджан. А Азербайджан это не слово Аллаха. Слово Аллаха это есть Бисмиллахи рахмани рахим Аллаху акбар. Во имя Аллаха милосердного, что делает. Но Азербайджанские республики, не исламские республики, чтобы защищали. И наша молодежь погибали за это адскую республику. Поэтому надо глаза хотя бы открыть. Мы же должны понимать, что Конституция у лезгинского народа это и есть во имя Аллаха милосердного. Хоть она у нас нету Конституции, в наших сердцах это осталось обычаи, традиции всех наших предков. Мы придерживаемся Коран, Сунна, все. Вот это и есть наш закон. Веками наш народ же служил, уважение старшие, младшие, обычаи, традиции, защищать. Все положения у нас есть. Но у нас в Конституции, в книге это все не зарегистрировано. Но она у нас в обычаях живет. И за это нас уничтожение подлежим мы. Полностью Азербайджан хочет нас уничтожить, чтобы этим обычаем мы не жили. Но Азербайджан какие обычаи для нас приносит? Дурацкие обычаи, которые Европа навязали им, однополые браки, там, разные там обычаи. Мы должны взять все гитары, магоматы петь, и все. Дурацкий образ жизни, да, культуры. Это разве культура? Целыми днями петь музыки, и никто ничего не работает. Аман, зарабатывают деньги грязные. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, очнитесь. Я человек верующий. Я человек богобоязливый. Я хоть увижу Аллаха, хоть не увижу, у меня и иман не поднимется, не отпустится. Потому что я держусь крепче Аллаха. Я через все прошел, что Аллах мне давал столько мудрости, столько чудеса. Поэтому я вам говорю сегодня, надо быть достойными. Братский долг есть перед каждым лезгином. Братский долг друг другу вы обязаны отдавать перед Аллахом в любое положение. Когда беда приходит, вы должны сплоченным быть. Не надо лишние вопросы задавать. Команда есть команда. Делать. А там не ваше дело, что там будет, что там не будет. Долг должен отдать все свою родину. А родина это наш Лезгистан, где жили веками наши предки, наш род. И это называется родственные связи, укреплять. А родственные связи на пути, кто укрепляет, они под тем трон Аллаха находят судный день. Кто
знает истинной религии Аллаха. Когда для неверующих будет длиться 50 тысяч лет, судный день, страшный день, а для уверовавших она будет, а не под тем трон Аллаха. Поэтому я вас призываю, родственная связь – это вершина в исламе. Вершина в исламе – это родственные связи. Каждый род имеет защищать себя, свою позицию на пути Аллаха. Мы не должны, даже хоть Рамадан месяц у нас, хоть священные месяца, 4 месяца священные, мы эти месяца не должны падать на колени перед дьяволами, перед преступными республиками, перед клановым системой дьявола. Зомбированные системы – это все дьявола, джиннов, против нас, которые идут. Но вы не понимаете духовная сторона. Вы думаете, что Ильхам Алиев против вас идет. Ильхам Алиев никто, кроме как мешок. Его тело, его организм, который он ему не принадлежит это тело, это творение нашего Господа. Но внутри этого творения находится злой дух, дьявол, бес, шайтан, джин. Вот это джинны против нас идут. И они, такие люди, малограмотные люди, как Ильхам Алиев, таких людей используют под себя, это джинны. Чем больше они на земле будут убивать детей Адама, убивать стариков, старух, безоружного народа, тем больше они зарабатывают грехи. Для этого они созданы джиннами, чтобы они бесчинствовали на земле против человечества. Поэтому вам нельзя смотреть Ильхам Алиева. Ильхам Алиев никто перед Аллахом. Он такой же человек, как все. Но внутри этого Ильхам Алиева находится дух дьявола, проклятый дьявола. Чтобы защитить народы, честь, надо эту духу прогнать из него. Понимаешь? Когда его плен возьмут, он будет падать вниз, плакать, рыдать, тогда он поймет, потому что дух ушел дьявола. Он останется сам. Плакать, умолять, не трогай, не убивай. Но его грехи все равно будут стоять на плечах до судного дня. Отвечать придется каждому, кто за ним следует. Поэтому я вам говорю, духовная жизнь – это другой жизни, а не такой жизни, как вы видите на свой уровень знания. Во-первых, организм, который мы носим, это не мое, это моего Господа, это творение моего Господа. Она без меня и также подчиняется Аллаху. Аллах ясно говорит в Коране, направо-налево, даже твой тень без тебя поклоняется мне. И также наш организм все подчиняется Аллаху. Это рубаха моей души. Рано-поздно я его скину, выйду, вернусь к своему Господу. Это тело превратится в прах. Поэтому нельзя за это тело держаться. Тело это создано для того, чтобы в судный день он будет свидетельствовать против нас, что мы делали, что мы совершали на пути Аллаха, что мы совершали против Аллаха. Тело заговорится против нас. И тогда у нас не будет спасения. Поэтому мы должны свою покорность духом показать Аллаху и подчиняться Аллаху. Это называется духовной жизнью. У тех людей, у кого достигся до вершины знания. Поэтому ваши тела никому не интересны в этом мире. Они у всех одинаковые, потому что это род Адама, творение Адама. Через одной утробу матери вытащили все человечество. Это и есть братский долг на земле, как люди. А внутри этих телах живут добро и зло. Вот это надо главное различать. Кто поддерживает закон Господа, они на стороне Господа. А кто поддерживает закон дьявола, Таута, Даджала, они на стороне Даджала. Вот идет война на земле. Аллах, всемогущий, все знающий,
все создал по парам. Добро, зло. Поэтому добрые люди, добрые души, все должно на правой стороне от Аллаха, а злые, все проклятые, все должно на левой стороне. Вот где разделяется добро и зло. Поэтому, дорогие мои братья, Аллах говорит в Коране, те, у кого я открыл сердце, они мои приближенные. Вот такие приближенные будет рядом Аллаха всегда. А те, у кого сердца закрыто, поставлен печать, они люди, обитатели ада. На них каждый раз новую шкуру оденет, как в аду. И каждый раз, когда сгорит их шкура, их тела, Аллах их каждый раз новую шкуру оденет, и будет они вечно мучиться там. Это адские болях. Поэтому, дорогие мои братья, бойся вашего Аллаха. Клянусь, Аллах не нуждается ни в чем. Но на стороне Аллаха все творение, начиная в небесах, на земле, все, что есть создано, все поклоняется. Даже ваши организмы, которые вы носите, они без вас поклоняются Аллаху. Но вы этого не осознали. Религия Аллаха не такой, как вы его представляете. Но эта религия Аллах завершил для вас во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. После пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, принес много сильный раскол в ислам. Разделили, отобрали первоначальный ислам, отняли его у многих. Поднесли каждый ученый разные сектора. И каждый сейчас разделились на 73 течения. Ведут они свою борьбу против человечества, чтобы они не понимали религии Аллаха. Поэтому многие азербайджанцы тоже говорят, мы мусульмане. Намаз не делает, он говорит, я мусульманин. Закат не дает, он говорит, я мусульманин. Пост не держит, он говорит, я мусульманин. Никакие обычаи религиозные обряды не выполняет, но за то, что он родился, он себя считает мусульманином. Ну разве это не заблуждение? Как он могут предавшимся быть Аллаху, если он не совершает намаз? Он за то, что он видит дома мама, папа или кто-то там поклоняется, он себя мусульман считает. Они просто глупые люди. Они тупые. Поэтому надо быть верным и преданным. Живем мы один раз, и живем мы ради Аллаха. И эта вера должна вернуться к Аллаху в чистом виде. Есть два вида воды. Светлая вода, чистая, и есть мутная вода. Вот так мы должны видеть себя. Мы должны пить воду из чистого родника, а не из грязного родника. Вот Азербайджанская республика – это и есть грязный родник. Если кто будет пить из этого источника, и весь народ отравится и мутный будет. У них в сердцах внутри все, что есть, будет колебаться. Они чистоту не поймет никогда, потому что у них мутня внутри. И государство такое у них мутное, создан для того, чтобы в Кавказе мир не был. Неужели берите шейх Шамиль, который воевали 25 лет, что он говорил? Я воевал 25 лет против России, только на молитву моего шейха Мухаммада Ярагинского, молитве. Все говорит. Вернулся мой шейх, и все прекратится. Вот прекратилось. Вот одна молитва к Аллаху, она самое сильное оружие на земле. Вот месяц Рамадан, благословенный месяц. Молитесь Аллаху, чтобы наши
прочность на пути Аллаха, наш садвол на пути Аллаха был сильным, сильным перед всеми врагами мира, тогда вы не будете бояться ничего. Единство наше принадлежит только единству Аллаху. Единый Аллаху принадлежит наше единство. Мы из тех родов, из тех потомков. Поэтому, мои братья, воистину мы принадлежим к Аллаху и к Нему возвращаемся. Мы не принадлежим Азербайджану. Азербайджан для нас не существует вообще. Нет такой род для нас. Не появились такой род еще. Если какой-то азербайджанец родится, если его отец будет даргинец, аварец, лезгин, какой-нибудь национальность, он даст имя Азербайджан этому человеку. От него, если потомки пойдут, тогда будет азербайджанский род. А так не бывает род. Сталин создал сборище, там кучку из всех народов сделал Азербайджан. Это такой не должен вообще. Это существо, которое нету в утробе матери, через утробу матери не появились. Это сам Ильхам Алиев, курд, отец курд. Какое отношение они имеют к Азербайджану? Потому что курдские мафии, татские мафии, там всякие люди под себя держат. Это республика ради нефти, чтобы грабить нас, разумных людей. И эту нефть они продают европейцам, всем странам, чтобы в Кавказе были постоянно военные положения. Или они не знают вот эти деньги, куда тратят. Они тратят это все на военные положения против наших народов. Понимаешь, это неразумные люди. Неразумные и глупые люди. Хоть сами не являются азербайджанцами, и ведут борьбу, как будто за Азербайджан ведут войну, Хоть такой нации же тоже нету. Если разделить по родственным связям, у каждого свое, или тат будет, или турк будет, или перс будет, или каджар будет, у каждого свой родство есть. Ну, пускай они заберут свои родственные связи, укрепляют, чтобы спасти себя и своих потомков в судный день. Но они этого не хотят. Они явно себя считают азербайджанцы, которые покорны Сталину. А Сталин кто был? Враг номер один для лезгин. Отомстил за Грузию, за все. Создали еврейскую республику Азербайджан против нас, Я же политик, я вам это все открыл. Поняли, на чьей стороне вы находитесь? На стороне Аллаха или на стороне этих бездельников, которые сегодня месяц в Палестине мечети ведут явную борьбу против палестинского народа, убивая их, наказывая их в мечетях везде. Разве в месяц Рамадан можно такой вести против палестинского народа? Но у них же тоже такой же боль, как у нас. Почему они издеваются над женщинами, бьют их с мечетах дубинками? Зачем их не военные там беспредельничают против мирного народа? Месяц Рамадан, который приходит молиться. Но Азербайджан же поддерживает такую республику. А Турция поддерживает обратно же Азербайджан. И Турция говорит против Израиля что-то. Зачем ты говоришь, загони туда войска, топтай этих израильцев, топтай, наказывай их, дай им, чтобы где они раки изымуют, эти черти. Не делайте, где твой мужчина, потому что твоя конституция не тебе подчиняется, твоя конституция европейским, натовским странам подчиняется. Поэтому зачем вы нас мозги компостируете, если вы сторонники, если вы мусульмане? Вы же видите, Ильхам Алиев поддерживает Израиль. Дай ему по башке, если ты Эрдоган, дай ему по башке этому Ильхам Алиеву. Но ведь поставь его на правильный путь. Нет, выгонит из этой страны. Тогда мы будем понимать, что ты есть мусульманин. Вы, закон дурацкий держит там, и народ, мозги компенсирует, представляет себя как мусульманские страны. А в сердцах Тураны не нужны беспонтовые разговоры всякие, шайтанские.
Аллах говорит, моя религия ислам. Кто в этом религии находится, Аллах сам охраняет, сам защищает. Поэтому Аллах всемогущий знает. А мимо ислама кто что делает, все это ложь. Родственные связи всех народов на земле на основе духовной, Корана, на основе сунна, все имеют, укреплять. Родственные связи – это святое, что каждому роду, который находится. И каждый род имеет защищать свою честь. Хоть в исламе. Мы ищем народу к родственным связям, укреплять наши родственные связи, братские отношения укрепить на пути нашего Господа. Мы к этому вызываем наших братьев. Я вас призываю всех в этот месяц Рамадан уважайте, любите, цените, смотрите на ваших жен, на ваших стариков, старух. Это все честь, совесть ваших. Вы обязаны за них душу отдать, защищать это все. Вот называется родственные связи на пути Аллаха. А то, что нас уничтожает из-под кишка, ассимилирует под кишка, на войну торпеду делает, это не родственные связи, это нас ненависть к нашему народу. Вот так же азербайджанские политики повернуты против нас уже 105 лет, уничтожая наш народ. И каждый лезгин, каждый достойный тоже этого понимает. Я не имею против азербайджанского народа, потому что такой нации нету. Если азербайджанский народ разделится, они половина будет талыши, половина таты, курды, и эти, все народности будет. Там ни один азербайджанец не останется. Ильхам Алиев сам даже не азербайджанец. Что мне сказать об этом? Просто это нахальный, наглый государство, республика не должен над нами висеть, короче, как шайтанский занавеска. Да поможет нам Аллах, да благословит вас Аллах, всемогущий, всезнающий, дорогие мои братья и сестры. Пусть Аллах примет ваши посты, пусть Аллах укрепит ваши стопы на его пути, даст вам в руку смелость в этом мире и вечером даст ваш джаннат, чтобы вы своими родами, своими семьями, чтобы вернулись в ахират как благородный народ. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейхи. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Субхана раббика раббил аззати амма ясифун ва саламун аля аль-мурсалин вальхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие мои братья и сестры.